Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Это «Утро Якутии». Сегодня у нас пятница и, по-моему, 28 февраля, если я не ошибаюсь. Совсем уже скоро, уже буквально завтра, да, наступит наша календарная весна. Ну, а мы сегодня, конечно, хотим сделать это утро по-настоящему бодрым для вас. Кстати, в самом начале нашей программы я бы хотел напомнить о том, что у нас в телеграм-канале проходит такой конкурс. Сегодня в 9 утра мы подведем итоги, и все, что нужно вам сделать, это поставить порядковый номер. А это у нас предложение для наших дам, для девушек, которые нас смотрят. Будет подбор образа от нашего стилиста Дарьи Габышевой. Соответственно, вся информация в закрепленном сообщении в нашем телеграм-канале. Переходите, смотрите и участвуйте. Ну, а мы начнем по традиции с погоды за окном. По сведениям Гидромедцентра, по состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 26 градусов, минус 26, минус 22, в заречной группе Улусов минус 22, минус 8, в южных 25-23 градуса холода. В Вилюйской группе Улусов 32-27 градусов ниже нуля, в Нижнеленских минус 25, минус 24, в западных 32-24 градуса со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 45 до минус 30 градусов, в Янских минус 45, минус 30, на северо-западе республики минус 34, минус 23 градуса. В городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха была минус 23 градуса, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду. Сегодня днем облачно, без осадков, ветер южный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха минус 17, минус 19 градусов. Но если посмотреть, то самая теплая сегодня погода у нас в Хандыге, минус 8 градусов. А в Якутске, если вы собираетесь на работу, то будьте готовы к тому, что достаточно много снега выпало, плюс еще намело. И несмотря на то, что в 6 часов утра было минус 23, по ощущениям все минус 30, поэтому чуть-чуть потеплее одевайтесь. Но, тем не менее, погода нас радует, почти по-весеннему, но так не везде. Обмерзшая набережная города, застывшие в морозе береговые ограждения, скульптуры и кусты. И это не северные пейзажи, а город Новороссийск, южный город России. Все покрывается ледяной коркой, когда порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Буйство непогоды застало юг страны с начала февраля, в результате чего затонул один из пришвартованных кораблей научно-исследовательский катер «Ашамба». По данным Гидромедцентра, в эти дни на участке Новороссийск-Геленджик достигали 30-34 метров в секунду. С одной стороны, очень красиво все выглядит, но если это, конечно, сильный ветер, то представляю, насколько там некомфортно на улице находиться, когда минус 30-34 метра в секунду. Да, и в такие моменты, конечно, вспоминаешь, что, скорее всего, лучше минус 50, но без ветра. Все познается в сравнении. Ну а сейчас мы хотели бы с огромным удовольствием передать слово нашим коллегам из новостного блока, чтобы узнать самые последние актуальные новости. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В Якутии уже аккредитовано 55 строительных организаций, готовых работать по новым эскроу-счетам в соответствии с требованиями федерального закона. С 1 марта в стране вступает в силу закон, который устанавливает новые правила для строительства индивидуальных жилых домов. Теперь юрлицы и индивидуальные предприниматели стройкомплекса обязаны использовать эскроу-счета и предоставлять информацию о своих проектах в государственную информационную систему «Строимдом.рф». Саханефтегазсбыт доставляет нефтепродукты в самые отдаленные села Якутии по автоземникам. Топливо перевозится в многоразовых канистрах. Их производят прямо в пункте розлива из перерабатываемых отечественных материалов. При этом стоимость топлива остается розничной, а все транспортные расходы компания берет на себя. Всего планируется доставить более 2700 тонн в 90 населенных пунктах региона. Мы планомерно начали готовить объемы для
перевозки в период действия автозимников. На текущий момент у нас имеется готовой тары свыше 15 тысяч единиц и затаренной продукции уже с нефтепродуктом свыше 360 тонн, что позволяет нам свободно, без особых усилий осуществлять ежедневные отгрузки уже непосредственно до филиалов наших нефтебаз и до населенных пунктов по заявкам от администрации. Верхневилюйская центральная районная больница пополнилась новым транспортом. Совершенно новый автомобиль на базе УАЗ позволит обеспечить жителей своевременной и качественной медицинской помощью. Работники могут более оперативно и эффективно оказывать неотложную помощь на дому, быстро доставить пациентов в медучреждения, а также перевозить биологические материалы для исследований. Это большая поддержка для населенных пунктов, особенно находящихся в отдаленной местности. В Верхневильской районной больнице сейчас в данное время насчитывается 19 транспортных средств. Из них 11 машин поступили по программе модернизации первичной звена здравоохранения. Это с 2021 года. Эти машины сейчас работают в таких наслегах, как Ботулу, Тобия, Эргет, Дюльлюкö. И вот новая машина поступила в этом году для Хомстадской врачебной амбулатории. В Якутске появятся 32 снежные ледовые скульптуры, созданные талантливыми детьми. Так, в ледовом парке «Северное сияние» проходит второй этап всероссийского конкурса «Мы дети Севера». Ребята уже соорудили фигуры изо льда, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня же участники приступили к работе над скульптурами из снега. Детям предстоит за 2 дня создать композицию на свободную тему. Это позволит реализовать самые смелые фантазии участников. Напомню, конкурс проводится 7-й год. В этот раз помимо участников из Якутии участвуют и ребята из разных регионов страны. Называется «Замурчательные забавы», потому что, вот такие волнистые линии, да, вот такой итог, дает, такое веселое настроение, мне кажется. Скоро снег растает, там все, там лето скоро, я не знаю. То есть ты хочешь поделиться своим настроением через ваши композиции? Да, и мы очень любим котов, поэтому да. Еще одна новость, она не очень приятная, но зато полезная и кому-то может понадобиться. Россиян предупредили о новом мошенничестве со СНИЛС. Мошенники стали предлагать работу и просят документ якобы для оформления. Добыв чужой СНИЛС, они могут получить соцвыплаты, пользоваться медицинскими услугами и оформить кредит. Поэтому еще одно предостережение. Нельзя сообщать не только трехзначный код банковской карты, но и свои персональные данные. А как еще защититься от мошенников, какие новые меры защиты заработают в этом году, мы спросим у нашего утреннего гостя, начальника экономического отдела отделения Банка России по Республике Саха-Якутия Татьяны Дроздовой. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что с 1 марта должен заработать такой механизм, как самозапрет на кредит. Что это такое и как он защитит граждан от посягательств мошенников? Да, с 1 марта вступает в силу закон и заработает такой механизм, как самозапрет. Он позволит человеку защитить себя от мошеннических действий, и в том числе от импульсивных решений, которые человек может принять под воздействием, под давлением мошенников. Нередко у нас мошенники убеждают человека взять кредит и перевести его на неизвестный какой-то счет, да? Либо они могут выманить персональные данные, получить коды, в том числе из СМС-оповещений, да? И получить доступ к банковскому приложению человека. И уже зайдя в это банковское приложение, оформить кредит. Если человек установит себе самозапрет, то банки перед выдачей кредита проверят кредитную историю. Увидев там такое ограничение, они просто откажут в выдаче кредита. И таким образом человек будет защищен. Если же сам человек под давлением, например, мошенников захочет оформить кредит, но у него будет стоять такой самозапрет, и ему тоже не удастся это сделать сразу. Придется потерпеть некоторое время для того, чтобы снять эти ограничения. И как раз вот это время, оно даст человеку шанс, чтобы одуматься. И потом, если человек поставил себе самозапрет, он об этом знает, ему звонят мошенники и говорят, что на его имя оформляется кредит. Человек будет просто знать о том, что у него стоит самозапрет, и он просто спокойно скажет, что, извините, вы мошенники. Достаточно хорошая мера. А вообще самозапрет можно установить на любой вид кредита и займа? Нет, это устанавливается на потребительские кредиты и займы. Это имеется в виду и банки, и микрофинансовые организации, в том числе на овердрафт и на выдачу банковских карт.
Самозапрет не распространяется на ипотечные кредиты, не распространяется на автокредиты, где залогом выступают транспортное средство, и на образовательные кредиты, когда денежные средства перечисляются сразу на счет образовательной организации. Кроме того, вы не сможете поставить самозапрет на те карты, которые кредитные у вас уже есть, и вот там вот есть у вас лимит кредитных средств, вот на них самозапрет тоже поставить уже не удастся. Мгм. А в случае, если у человека уже есть кредиты, нужно ли с ними что-то делать для того, чтобы установить самозапрет? Нет, вы ставите самозапрет на получение оформления новых кредитов, а старые вы просто гасите свои обязательства, свой долг в прежнем режиме. Вот установка и снятие самозапрета — это платная услуга или бесплатная? Это совершенно бесплатно, причем сделать это вы можете неограниченное количество раз. Вот с 1 марта это можно сделать через госуслуги. Нужно будет заполнить шаблонное заявление, и самозапрет вступит в силу на следующий день после того, как вы напишете это заявление. Снимать его тоже можно неограниченное количество раз, там как понадобилось поставили, понадобилось сняли, но при снятии самозапрета потребуется, если вы будете делать это через госуслуги, потребуется усиленная электронная подпись. Это так называемый УНЭП госключ или УКЭП. Ну или можно это сделать будет через МФЦ, там просто собственноручно заявление подписываете и все. Никаких комиссий за это не взимается, никаких ограничений по количеству тоже нет. Мгм. А какова сама процедура установки самозапрета? Каким образом можно его поставить? Вот, как я сказала, уже с 1 марта это через госуслуги можно сделать. Вы просто заходите в свой кабинет госуслуги, оформляете шаблонное заявление, причем это можно сделать либо только на банке, либо только на микрофинансовые организации, либо полностью поставить самозапрет. Там прям заявление у вас будет предоставлено право выбрать те пункты, которые вы хотите. С 1 сентября такая же услуга заработает через МФЦ. Это можно будет сделать через МФЦ. Мгм. То есть, правильно я понимаем, что банки перестают выдавать кредиты в день подачи заявки, да, и будут давать время для того, чтобы клиент обдумал все. И какой вот этот срок, когда человек хочет снять самозапрет и до времени выдачи кредита? Банки перестанут давать кредиты на следующий день после того, как вы подаете самозапрет. Причем здесь нужно учесть, у нас большая страна, часовых поясов очень много, и если вы заявку подали, например, сегодня до 22 часов московского времени, ну, то есть, грубо говоря, у нас до 4 утра, да, то самозапрет вступает на следующий рабочий день. Ну, на следующий день, не на рабочий, а на следующий день. А вот если вы снимаете ограничения, то он заработает на второй день. То есть у человека должно быть больше времени на то, чтобы, если он находится под давлением мошенников, чтобы одуматься. Опять же, подаете вы заявку, если до 22 часов, допустим, сегодня подаете, то он только на второй день, этот самозапрет будет снят. Если человек уже взял кредит в одном банке, могут ли другие банки отказывать в выдаче заемных средств? Ну, сейчас вся информация от банков, бюро кредитных историй передается в течение 3 рабочих дней. Скоро будет разработан механизм, когда такой обмен информацией будет практически в режиме онлайн. И да, тогда банки, если самозапрет не стоит, например, да, ну, банки видят, что человек в один день берет несколько кредитов, у них есть такие антифрод-системы, и они уже могут задуматься о том, что человек находится под давлением мошенников, и могут отказать в выдаче кредита. Ну, большое спасибо. То есть, напоминаю нашим телезрителям, что уже буквально завтра, да, с 1 марта вступает в силу вот эта поправка, и можно будет поставить самозапрет, используя свой аккаунт в госуслугах. Да. И таким образом, да, если есть такая необходимость, и таким образом можно защититься от мошеннических действий. Спасибо вам большое за очень интересную информацию. Спасибо. Но после беседы о том, как легко попасть в сети цифровых аферистов, стоит вспомнить. Лучшая защита — это внимание к деталям и дисциплина. Тренировать их можно не только онлайн, но и с помощью утренней зарядки. Простого ритуала, который укрепляет тело, волю и учит не пренебрегать ежедневной гигиеной безопасности. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, и сегодня мы с вами выполним кардионагрузку, которая хорошенько взбодрит и зарядит нас на весь день. Первое упражнение – это будут прыжки с приседа. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки смотрят диагонально, делаем присед и руками помогаем вытолкнуться. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение – прыжки джемпинг джек.
Тоже выполняем 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение мы будем выполнять в бёрпи. Исходное положение. Встаем на ладошки, на пол, делаем планочку, подтягиваем колени к себе, делаем прыжок наверх. Тоже делаем 16 повторений. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Упражнение достаточно сложное, поэтому для начинающих я советую выполнить 8 в активном темпе и 8 можно выполнить в спокойном. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом наша кардиотренировка подошла к концу. Тренировка достаточно тяжелая, активная, поэтому наблюдайте за своим состоянием. Всем хорошего, бодрящего дня! Ну а после утренней разминки перед завтраком не лишне полистать свежую прессу. В нашем случае познакомиться с анонсом свежего номера газеты «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко и информативно о самых интересных новостях главной газеты республики. Как обычно, жизнь Якутии насыщена событиями множества мероприятий, хорошими новостями. В нашей газете стартовал новый проект «Я учусь в России», где мы рассказываем о студентах, получающих образование в наших вузах. В этот раз наш герой – Хафез Мухаммед Ашраф Фахти из Египта. Почему он выбрал Якутию, как переносит холод, чем увлекается, вы узнаете из нашего материала. В последнее время банкротство молодеет. Если раньше к юристам за помощью больше обращались люди старшего поколения от 45 до 65 лет, то сейчас чаще стали приходить молодые люди, даже 23-25 лет. Как бесплатно оформить процедуру банкротства и что надо сделать для этого, читайте в нашем пятничном номере. Боец с позывным «Седой» вызвал на СВО свою жену-медика. Вот так они вместе воюют в одном подразделении. Он на передке, она в медсанбаге. История семьи братьев Захаровых в нашей газете. Вот и завершается показ сериала «Уот Джилстан», столь полюбившийся телезрителям. Актриса театра юного зрителя Екатерина Семенова рассказала о детстве, увлечении спортом и о своих ролях от обезьянки Маугли до главных ролей. Якутская республиканская офтальмологическая больница отмечает свой 100-летний юбилей. Накануне торжества мы посетили клинику и узнали много нового интересного. Если хотите узнать, чем сегодня живет больница, как попасть к ним на прием, читайте наш специальный репортаж. А также в номере вы узнаете, где в Якутии зимой можно отдохнуть, как повысить свой иммунитет, новости спорта, культуры и другое. Ну а теперь пришло время узнать, какими событиями богат этот день. Например, сегодня отмечается День сна в общественных местах. Мы знаем, что в Японии, к примеру, есть такое понятие, как иннемури – спящий на рабочем или общественном месте человек. Это означает, что он много работает. Также существует мнение, что короткий дневной сон действует как некая перезагрузка. 20 минут сна, и вы снова готовы к работе. Ну а какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем? Давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 28 февраля. Сегодня отмечается День общественного сна, Всемирный день портного. По народному календарю Анисим Овчарник. О погоде в этот день говорили: на Анисима Овчарника зима становится безрогой. Считалось, что зима борется с весною. День в истории. В 1066 году открылось Вестминстерское аббатство. В 1732 году в Петербурге открылся первый кадетский корпус. В 1913 году Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома. В 1935 году Уоллес Карразерс изобрел нейлон.
в этот день родились? Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения. Алексей Петрович Царевич, наследник российского престола, старший сын царя Петра I. Вячеслав Иванов, русский поэт-символист, философ. Алексей Смирнов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино. Именины сегодня отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья. Но сегодня по календарю еще и 5-й день Масленицы. Он называется «Тещины вечерки» или «Посиделки». Посвящен семейному общению и укреплению родственных связей. В пятницу молодые должны проявлять всю любовь и уважение к старшим. Именно поэтому зятья готовят богатый стол в знак уважения тещи, а та приходит в гости и наслаждается приятным обществом. Конечно, на 5-й день блины, наверное, приедаются, да, и сильно калорийны. Но мы вместе с нутрициологом Юлией Заболоцкой-Избековой советуем вам приготовить правильные диетические блины из ржаной муки. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Юлия, я нутрициолог. Сегодня мы с вами приготовим замечательные блины. Да, вы не ослышались, блины – это тоже правильное питание. Особенность нашего рецепта будет заключаться в том, что в этих блинах будет отдозирована жирность, а также в составе будет ржаная мука. Ржаная обдирная – это повышает содержание пищевых волокон в этом продукте. Начинаем мы с простого. Все как обычно. Разбиваем пару яичек. Яички предварительно у нас помыты. Заведите себе привычку всегда мыть яйца перед тем, как начинаете готовить. Это очень полезная практика. Снижает риски заболевания разными кишечными инфекциями. Яйца надо мыть просто обычной проточной водой. Добавляем в яички. Здесь на самом деле по поводу сахара я кладу немного, но я делаю всегда такие не сильно сладкие блины. Однако добавить пару столовых ложек или 3 столовых ложки на эту порцию блинов будет неплохо. Они от этого сильно сладкими не станут. Вообще сахар для человеческого организма нужен и важен. Полностью избегать его не стоит. Стоит его просто немножко дозировать. Так, перемешали мы яйца с сахаром. Добавляем сюда 2 стакана молока. Тут у меня отмерено. Это выходит примерно около пол-литра молока. Молоко для этого рецепта я беру жирностью 2,5%, но можете взять 3,2, допустим, да, если хотите. Просто 2,5 они стоят немножко дешевле. Перемешали яйца с молоком, теперь добавляем муку. Насыпаем с вами примерно в одинаковых количествах ржаную и пшеничную муку. Я не взвешиваю, здесь нужно больше ориентироваться на плотность, потому что мука достаточно живой продукт, и мы с вами должны добиться сейчас консистенции теста. Оно должно стать густым, как на оладье. После этого мы будем дальше с ним манипулировать. Так, сейчас мы добавим еще немножко пшеничной муки. Пшеничная мука, она хороша тем, что задает любому тесту текстуру. Параллельно с мукой мы вводим соду и соль по чайной ложке. Перемешиваем, чтобы не было комочков, все как обычно. Ржаная мука обдирная, она в этом рецепте, что она делает? Она увеличивает количество белка, белковые компоненты, кроме пищевых волокон. То есть, соответственно, получается, рецепт блинов с ржаной мукой, он просто более полезен для организма, потому что, всем известно, что человек должен есть белки. Для чего человек должен есть белки? В первую очередь, белки нам нужны для того, чтобы работала правильно наша нервная система. Когда у человека дефицит белка в рационе, он может стать более тревожным, хуже спать. Это не говорит о том, что белки нужно одни только ставить. Все должно быть в меру. То есть, как мы видим, мука, она же у нас углеводная, то есть здесь получается достаточно сбалансированный состав. Так, еще подсыпаем. Я ввожу муку сюда постепенно, для того, чтобы было меньше комочков. Да, этот рецепт завтрака, он достаточно длинный, но он того стоит. Его можно приготовить в какой-нибудь день, когда вы никуда не спешите. И блины очень сильно любят дети.
Все, тесто у нас стало густое. Теперь мы сюда добавляем растительное масло. Это примерно 100 мл. Еще раз перемешиваем. Масло должно распределиться по всему тесту. В данном случае сковородку потом уже мазать не нужно. И добавляем еще полстакана кипятка примерно. Густоту теста можно проверить поварешечкой. Вот это тесто, например, оно достаточно густое, а блинчики будут толстенькие. Если вы хотите сделать тоненькие блинчики из этого теста, все, тесто готово, оно все покрылось пузырьками благодаря соде. Нагреваем сковородку. После того, как сковородка нагрелась, только тогда можно налить первый блин. Распределяем тесто по поверхности и печем. Из этого теста получается 4-6 порций блинов. Количество порций зависит от размера людей, которые будут есть эти блины. Ну, то есть получается рецепт на всю семью и очень выгодный. Главное, первый блин, вот он немножко такой бывает, подливший как будто, да? Ну, можно, в принципе, для первого блина и подсмазать сковородку. Наши аппетитные, такие красивые блины из ржаной муки готовы. Подавать их лучше всего на завтрак с творогом и вареницей. Творог у нас источник кальция, а голубичная вареница – это бесценная кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Ну а мы продолжаем. Хотелось бы представить наших утренних гостей, которые пришли к нам с угощениями, с блинами. Татьяна Ротарь и ее сын Даниил. Доброе утро. Доброе утро. Ну, огромное спасибо вам за угощение. Да, друзья, видите, здесь у нас есть блинчики, причем абсолютно разные. С чем эти блины? Ну, свежие, с пылу с жару, готовились сегодня. Представляем наши ассорти из блинов. Ну, во-первых, это традиционные блинчики в виде кружка. Вообще, печь блины на масленицу имеет большую историю. Существуют разные предания, легенды, традиции и притчи, почему вот именно блинчики пекут в масленицу. Но одна из них, она связана с богом солнца Ярила. Известно, что в конце зимы бог Ярила, бог солнца, он боролся с морозами, с холодами, конечно же, победил. Поэтому в честь вот бога солнца и стали печь вот такие вот кругленькие блинчики. И такое угощение, если человек съел, то он насытился кусочками тепла и солнца. Второй вид блинчиков, который мы сегодня принесли с Даниилом, это фаршированные блинчики с мясом. Но эта неделя, она подготовительная перед постом. Поэтому традиционно, конечно же, масленичную неделю блинчики с мясом не готовятся. Но для тех, кто не будет поститься буквально через 2-3 дня, то это для них мы принесли угощение. И третьи блинчики называются блинчики с припеком. Что это означает? То, что в процессе уже приготовления в само тесто вводятся продукты. Это могут быть и мясо, и ветчина, сыр. В Центральной России очень любят класть такие блинчики, яблочки. Вот, но у нас вот как раз традиционное такое вот блюдо, которое характерно для масленичной недели. Можно, разрешается в эту неделю кушать только масляно-сырные блюда. Вот эти блинчики с припеком, здесь сыр и укроп. Хочется отметить, что наш папа очень любит вот как раз такого рода блинчики, чтобы был творог, укроп или брынза. Здорово. Данила, а какие твои любимые блины? Ну, скорее всего, фаршированные мы более любим. Да. Ну, кстати, мы недавно вот на этой неделе проводили опрос в телеграм-канале, и больше, по-моему, 50% любят блины, фаршированные мясом. Вот поэтому, несмотря вот на запрет, для тех, кто все-таки не постится, мы принесли вот такие блины с мясом. Здорово. Данил, мы знаем, что ты очень хорошо танцуешь, также активно участвуешь во многих событиях городских. Вот, народные танцы исполняешь. Что тебе больше нравится, современные или народные танцы? И что сложнее? Ну, в нашем ансамбле сразу сочетается множество стилей танца, которые в себя включают и народные, и современные. Также еще важно отметить то, что в народные танцы
включает в себя не только русские народные, а также множество других народов нашей России и не только. Но если говорить, что какие танцы сложнее, здесь очень трудно ответить, так как каждый танец по-своему уникален и сложен в своем исполнении. Но у вас очень красивые костюмы. Вы сами шьете или заказываете? Ну, скажу, что у нас один руководитель в двух наших ансамблях. Даня представляет ансамбль «Сюрприз» и ансамбль «Ярилов день». Бессменным руководителем вот наших коллектив является отличник образования, заслуженной работе культуры Республики Саха-Якутия Ирина Егорова. И она является идейным вдохновителем, создателем наших костюмов. И уже ее идеи воплощают мастера в ателье. Но хочется отметить, что в нашем коллективе есть настолько талантливые девушки, что они сами и обшивают, украшают наши костюмы, не выходя, как говорится, из хореографического зала. Ну, кстати, вот я вспоминаю, по-моему, историю вот создания Ярилов день, да, она очень интересная. То есть это родители, которые приводили детей на танцы, и потом в общении решили сами тоже организовать ансамбль. Да, Все наша правильно? Ирина Андроновна, чтобы мы, родители, не скучали в коридоре, ждав наших ребятишек. И вот она предложила, вот и так создался наш семейный ансамбль изначально. Ярилов день, он создавался как семейный ансамбль, ну и далее мы стали уже народным ансамблем русского танца. Замечательно. Вместе. Расскажите про ваши семейные традиции. Ну, конечно же, мы каждый год отмечаем Масленицу, и каждый год собирается очень большая дружная компания из нескольких семей, порядка 100 человек составляет иной раз наше вот это вот гуляние. Мы готовимся очень серьезно к мероприятию. Каждая семья ответственна за какой-то элемент подготовки чучела Масленицы. Какая-то семья готовит конкурсы. Среди конкурсов мы проводим традиционные русские игры. Это бой подушками или мешками, перетягивание палки. Конечно же, вводим хороводы. И в заключении праздника по русской традиции мы сжигаем чучело Масленицы, прощаемся с нашей зимушкой зимой и идем в Новый год. Здорово. Весенний, летний. Кстати, вот мы сейчас едем в студию, вот прямо запах вот этих свежеиспеченных блинов, да, просто будоражит мой утренний мозг. Можете поделиться секретом? Вот есть ли какой-то секрет приготовления блинов? Ну, я думаю, как такового секрета нет, наверное, в нашей семье. Вот мы делаем основу блинов, называется 3 стакана. Да, стакан молока. Вот если из секретов, можно сказать, что блинчики получатся тоненькие, не рвущиеся, в дырочку, когда вы будете класть, наливать теплое молоко. Вот один, может быть, секретов. Добавляется в тесто? Да, значит, стакан теплого молока, 200 миллилитров. Далее 3 яйца. Комнатной температуры желательно. Ну, далее соль по вкусу. Каждая хозяйка сама присаливает. Чтобы сладенькие были блинчики, 3 столовые ложки сахара и стакан муки. Но муки, если молока у нас было 200 миллилитров, то здесь 250 муки. Тщательно перемешиваем. И после чего мы заливаем кипятком 200 миллилитров, завариваем их. Немножко все ингредиенты, после того, как подружились, мы добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Вот, ну, это такая вот классическая основа. И далее уже регулируем, слаще нам нужно, или это будут мясные, сахар кладем. Здорово, конечно же, надо меньше. попробовать такой очень интересный Вот, рецепт. На завариваем самом деле. кипятком. Хотя вроде все просто. А вот на ваш взгляд, что дают нам, современным людям, народные традиции? И почему их нужно вот соблюдать и сохранять? Ну, конечно же, соблюдение традиций должны быть, ведь это, во-первых, связь поколений. Мы должны чтить традиции, передавать их нашим детям, ведь традиция, она сплочает людей. Вот посмотрите, как вот дружно мы отмечаем Масленицу, сколько людей приходит на данный праздник. Даже если мы будем вспоминать про традиции народов Саха, посмотрите, сколько людей приходит на данный праздник, как объединяет нас это мероприятие. Так и вот мы должны держать связь поколений. Ну, конечно же, мы понимаем, что живем мы в современном мире. Мы должны обучаться новым технологиям информационным, мы должны понимать, что такое нейросети сегодня занимают нашу большую долю жизни. Но, несмотря на это,
мы должны чтить и помнить наши вот такие традиции. Замечательно. Ну, Татьяна, Данил, вам большое спасибо за то, что вы сегодня украсили по-настоящему наш эфир. Очень, я думаю, что мне удастся попробовать один из блинчиков, обязательно уже за кадром. Но от ярких красок Масленицы, где каждый штрих праздника напоминает народный обряд, перейдем к творчеству скульптора, чьи работы хранят тепло рук и высокое искусство. Пахомов Эдуард Иннокентьевич. Художник, скульптор, член Союза художников России, лауреат Государственной премии имени Аюнского, автор многих монументальных памятников, которые украшают не только наш город, но и другие города страны. К сожалению, он ушел на самом пике своего творчества, но он оставил после себя большое наследие. Он вел дневниковые записи, где есть такая фраза: «Великий Микеланджело Буонаротти родился 6 марта 1475 года, в один день со мной». Он в этой дате видел великого Буонаротти. Да, Эдуард Иннокентьевич Пахомов родился 6 марта 1951 года в селе Сунтар. Школу окончил в маленьком поселке Вилючан, где позже, по его же инициативе, был создан художественный музей, который сейчас является филиалом Национального художественного музея. Талант к рисованию, к лепке он перенял от своего деда, который был кузнецом. После окончания института имени Репина он был отправлен в город Красноярск, в мастерские, где он преподавал, работал. Он очень гордился тем, что его называют учителем известный художник, скульптор, ювелир Даши Намдаков, чья выставка сейчас проходит в стенах нашего музея. И именно для Даши Эдуард Иннокентьевич посоветовал и подсказал, как работать можно с металлом и как можно в металле показывать нежность. В Красноярске скульптор усовершенствовал свое мастерство, и у него стали появляться произведения, вообще отличные от якутской скульптуры по характеру. Он внес в свои работы нотку лиризма, романтизма. Вот таковой является скульптура, которую мы сегодня рассматриваем, под красивым названием «Первые стихи». И не зря мастер выбрал гранит, и образ женский с крыльями за спиной рождает вот это чувство трепета, нежности, одухотворенности. Поэзия – это самое древнейшее искусство на Земле, и первые стихи были написаны 23 миллиона лет до нашей эры красавицей, жрицей, дочерью царя Саргона, которая посвятила первые стихи богу Луны Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне. И глядя на эту красивую, нежную скульптуру Эдуарда Пахомова, начинаешь удивляться и понимать, как поэтическое слово рождает в человеке лучшие качества и побуждают творческого человека к рождению, к созиданию чего-то нового. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. С
1 марта в стране заработает механизм самозапрета на оформление кредитов и займов. Оформить его граждане смогут, подав заявление через портал госуслуг, а с 1 сентября в отделениях МФЦ. Действие механизма простое. Любые заявки на оформление кредитов будут отклоняться до тех пор, пока самозапрет будет действовать. Отменить его будет сложнее. Здесь уже понадобится электронная подпись заявителя. Ожидается, что мера обезопасит граждан от действий мошенников. Иными словами, чем дольше процесс оформления кредита, тем больше вероятности, что будут приняты меры по предотвращению хищения средств жертвы. Снятие ограничений также идет по московскому времени, но на второй день. Не на следующий день, после того, как человек подает заявление. И как раз это такой период, он позволяет человеку одуматься, и уже к тому времени, когда ограничение будет снято, человек может понимать, что находится под воздействием мошенников и не будет оформлять кредит. Кроме того, если человек понимает, что он поставил самозапрет, он просто не поверит мошенникам, которые как раз пугают именно тем, что говорят, что на человека оформляется кредит, и якобы какой-то незнакомец пытается получить доступ к кредитным средствам. В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Якутии отремонтируют 36,9 километров автодороги НАМ. План будет полностью реализован уже в 2028 году. Об этом сообщили в Управлении автодорог Республики. В этом же году дорожники завершат ремонт участков с 34 по 39 и со 143 по 153 километр. Кроме того, при выделении дополнительных средств УПРДОР в Якутии готов заказать работы по устройству наружного освещения на автодороге НАМ в транзитных селах, а также в этом году разрабатываются проектные документации по объектам капремонта. Музей памяти участников СВО открылся в здании Мирнинского театра. В экспозиции хранятся личные вещи погибших и тех, кто сейчас находится на специальной военной операции. Основала музей вдова Виктора Порядочных, учителя ОБЖ, который с 15 года работал в 7-й школе и основал первый юноармейский отряд в районе. Виктор был призван на службу 23 сентября 22 года и героически погиб 30 сентября 23 в Бахмуте. Сама идея создания музея пришла к нему, когда он был на фронте. Виктор, будучи там, присылал вещи, трофеи, мечтая рассказать о СВО и показать экспонаты своим ученикам из 7-й школы. Но судьба распорядилась по-другому. В будущем планируется открыть виртуальный музей. На центральной экспозиции представлены видеофрагменты наших бойцов. Они прислали нам свои видео и фото. И справа это непосредственно вещи участников специальной военной операции. Все подписано, можно посмотреть. А там бронежилеты можно даже примерить. Более 30 килограммов тяжести наши ребята, несмотря ни на что, на себе, в любую погоду, все ради победы. В Бердигистяхе в рамках республиканского фестиваля «Мусустар» прошел муниципальный этап конкурса «Туристический код» моего района, где участвовали всего 4 команды из разных наследов. Участники защитили свой проект о развитии туризма в своем наследии. По итогам конкурса была собрана команда из сильнейших участников Адунского, Октябрьского и Бердигистяхского наследов. Они будут защищать честь Узлуса в республиканском фестивале «Мусустар». Командами было раскрыто новые маршруты, туристические маршруты, которые можно было бы организовать на территории Горного Улуса. Проекты очень интересные, раскрывают историю муниципального образования, раскрывает именно в целом природный потенциал, и как турмаршруты. И мне очень понравилось, например, проект команды села Бердигистях, которая ориентирована больше всего на событийный туризм и предполагает проведение различных мероприятий, которые было бы привлекательно для туристов извне нашего района, в том числе и региона. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. И еще одна новость. 25 февраля в Якутске состоялся республиканский конкурс хоровых коллективов. Он стал ярким событием культурной жизни Якутии, настоящим праздником музыки, объединяющим людей разных возрастов и профессий. И сегодня в нашей студии победители этого конкурса, участница хорового коллектива «Вдохновение» города Якутска Саргалана Диадорова и хормейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Ольга Чемпосова. Саргалана Ивановна, Ольга Петровна, доброе утро. Доброе утро. Поздравляем ваш коллектив с победой в конкурсе. Расскажите, сколько вас, кто состоит в хоре и как далась победа в столь серьезном масштабном конкурсе?
Нас 25 человек занимается. И эта победа, мы к ней очень долго готовились. Благодаря Ольге Петровне и ежедневным занятиям 5 раз в неделю мы занимались и в сводном хоре, и в нашем хоре. И благодаря этому, наверное, у нас получилось достичь такого результата. Здорово. А в целом сколько вот хоровых коллективов участвовало в конкурсе? 13. 13? Да, 13. Из разных улусов, из города Якутска. Здорово. А сколько лет вы занимаетесь в хоре и что дает вам вот хоровое пение как участница? Ну, я практически с самого начала занимаюсь, с 2022 года, и нисколечко об этом не жалею. Прям благодарю судьбу, что такая возможность выпала именно заниматься академическим пением, классику изучать, да. И вот это сбылась моя детская мечта. Детская мечта стоять на сцене как настоящий артист. Здорово. Ольга Петровна, скажите, вот в чем сложность или наоборот легкость занятий с непрофессиональными исполнителями? Сложность в том, что девочки сольфеджио не знают. Вот это единственная сложность, которую можно назвать. Потому что если бы мы знали ноты, если бы мы умели читать ноты, то дело продвигалось гораздо быстрее бы. Да. Нам приходится подольше сидеть над каждым произведением. Вот. А легкость в том, что, видите ли, все наши певчие, они пришли по большому желанию в наш хор. Поэтому не надо никого уговаривать, не надо ничего заставлять. И вот заканчивается время нашей работы, мы занимаемся по 2 часа, и девочки не хотят уходить, они хотят продолжать заниматься. Давайте еще что-нибудь споем, давайте еще что-нибудь споем. Это же чудесно. Вот в этом, конечно, легкость. Что им приятно, и мне приятно. Никого не надо заставлять. А насколько часто вот, вообще происходят конкурсы? Вот насколько часто вы участвуете в конкурсах? Ну, конкурсы, как правило, начинаются весной, где-то с февраля месяца, да. Но бывают и осенью, вообще в разное время, конечно, да. Но к конкурсу нужно готовиться заранее, намного заранее. Мы стараемся выученные произведения где-то апробировать на какой-то сцене, чтобы они обязательно прозвучали. Ну, вообще, у конкурса подготовка всегда серьезная. Светлана Ивановна, это была вот ваша первая победа или вы уже побеждали своим коллективом? С нашим коллективом мы побеждали в 2023 году на конкурсе «Бриллиантовые нотки Якутии». Тоже были лауреатами первой степени. И в прошлом году на конкурсе «Русь благодатная» мы заняли гран-при, выиграли гран-при среди хоровых коллективов. Здорово. То есть уже такой большой багаж, да, побед и участия. Да, вот эти вот, конечно, участие в разных конкурсах, конечно, усиливает наше стремление больше как бы заниматься, достигать каких-то результатов значимых. Да, участие в конкурсах, оно, конечно, очень трудно, да, вот подготовка, это все, но это всегда шаг вперед, поэтому в конкурсах надо обязательно участвовать. Да. Вообще, в целом, вот в среднем, да, вот, хоровой коллектив — это сколько человек? Плюс-минус. По Чеснокову, нашему великому хормейстеру, 12 человек — это считается камерный хор. Да. Ну, у нас 25, так что мы уже, в общем... Ну, женский камерный хор, мы называем себя так. Ну, вот такой большой, на самом деле, такой коллектив это настоящий, да? И вот сложно ли собираться вот на репетиции? Вот как часто происходят репетиции? Репетиции у нас проходят 2 раза в неделю, по 2 часа, понедельник и четверг. Но я возвращаюсь опять к тому же, что девушки все пришли в хор по большому желанию, поэтому никого заставлять не надо. Они приходят и находят время, и с удовольствием занимаются. А что касается репертуара, как он составляется, каким песням и авторам отдается предпочтение? Репертуар составляется разнообразно. Мы поем все, от джаза до народных песен, и духовную музыку мы поем. У нас много произведений Чеснокова, духовного композитора, Архангельского, Рахманинова мы поем, Рубинштейна. Мы очень серьезные произведения исполняем. Вот, например, на конкурсе мы исполняли хор девушек из оперы Евгения Онегин Петра Ильича Чайковского. Это 4-голосный, очень серьезный, такой солидный, можно сказать, хор. А вот на ваш взгляд, что вот самое сложное вот в хоровом коллективе, вообще вот в исполнении песен хором? Ну вот вы знаете, гармонический слух, он, видите ли, воспитывается
в течение многого времени. Поэтому новенькие, когда приходят, они вот так, можно сказать, бултыхаются, такое слово интересное, потому что они должны слышать свою партию, петь свою партию и не сбиваться на соседа, как говорится. Вот в этом сложность. Самая главная сложность в этом — гармонический слух. Петь многоголосие. А на ваш взгляд? Ну, я согласна с Ольгой Петровной, потому что я, когда пришла, мне очень сложно было не сбиваться на другой голос и вести свою партию. Но со временем я заметила, что навыки улучшаются, и уже ты свою линию ведешь и никуда не сбиваешься. Ну, вот у вас очень большой опыт работы, да, по вокалу. Вот, например, если человек, у него есть желание, да, прийти в хор, но, к сожалению, да, большое желание, но вот, к сожалению, голоса, ну, как бы, или слуха чего-то не хватает. Вот может ли этот человек выправиться, и, как бы, есть ли такие примеры? Конечно, именно в хоре можно поправить свой голос и слух гармонически развить. Именно в хоре, только в хоре, да. Сольно заниматься — это совсем другое дело. Сольно занимаются обычно люди, у которых есть от природы хорошие данные, вот прям хорошие данные, яркий звук, очень хороший слух. А если вы хотите поправить свои дела в отношении пения, то это только в хор. Здорово. То есть очень хороший совет на самом деле. Да, да. А вот ваш коллектив называется «Вдохновение». И что вас вдохновляет на творчество? Вдохновляет музыка. Музыка, а что же еще? Конечно, вот эти великолепные произведения наших мэтров Чайковского, Рахманинова, Чеснокова, Рубинштейна, Прокофьева мы поем. Музыка. Вот. Девочки как услышат, какое произведение новое приготовила для них, я обязательно показываю его, как оно звучит в конечном виде, ну, в какой-то записи, да. И они сразу вдохновляются. Да, произведение очень красивое, мы будем его исполнять, как бы трудно нам не было. А вас что вдохновляет? Меня вдохновляет, конечно, ну вот любовь к музыке, наверное. Потому что многие в нашем коллективе ходят и в другие хоры, да, в народные там, да, ансамбли. Но именно вот любовь к классической музыке, академическому пению, да, вот тянет нас. И мы стараемся совмещать. Здорово. И на работе поем в хоре, например, и ходим во вдохновение. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, желаем вам дальнейших творческих успехов. И мы завершаем наш эфир, конечно, песней в исполнении хорового коллектива «Вдохновение». Край родной и любимый. Любите свой родной край. Хороших выходных всем. Спасибо.